Здравствуйте, уважаемая церковь! И сегодня то, о чем я хотел бы говорить, это спасение от грехов или спасение от проблем. Но в современной церкви бытует такое мнение, мало того, что оно бытует, и оно и проповедуется, что нужны проблемы, чтобы прийти к Господу. Но я понимаю, о чем речь, и все мы понимаем об этом, что большинство из нас пришли не от хорошей жизни к Господу, а из-за каких-то проблем, которые серьезно терзали нашу душу, серьезно терзали наше сердце. И люди приходят в церковь за спасением, за помощью, за тем, чтобы разрешить как-то эту проблему. Многие пришли, конечно, мамочки, к примеру, потому что колятся или пьют их дети. Жены пришли, потому что пьют их мужья. Мужья пришли от безысходности, от депрессии, кто-то пришел от болезней, кто-то пришел просто от страха перед этим миром. По разным причинам люди приходят и пытаются найти безопасность в Доме Божьем. С одной стороны, это и правильно, это и понятно, так и есть. Ведь мы можем укрыться в Господе. Это так и есть. Но на самом деле, это сама по себе идея, что нужны проблемы и серьезные проблемы, чтобы прийти к Господу, это заблуждение, это ересь. Как бы на меня не обижались, как бы не пытались сейчас возмущаться, что это не так, и пытались доказать, но на самом деле задумайтесь над тем, что для чего пришел Иисус. Где вы найдете в Писании, чтобы Иисус пришел спасти нас от наших проблем? Покажите мне это, и я поверю вам. Но Иисус не пришел спасти от проблем. Мы знаем, что Сын Человеческий пришел спасти нас от грехов наших. Он для этого пришел, это его функция, это его цель. Он не пришел спасать от проблем, а пришел спасти от грехов. Мало того, если мы читаем, что Иисус говорил о Духе Святом, то первую функцию, которую Он говорил о Нем, что Дух Святой придет обличить мир о грехе. И мы знаем, что, к примеру, первая проповедь апостолов, первая проповедь Петра. И о чем он проповедовал? Разве где-то подобные идеи были ли у него? Что придите в церковь, придите к Иисусу, и Он избавит вас от ваших болезней. Он благословит вас, Он даст вам жену, Он даст вам мужа, Он даст вам детей, Он даст вам деньги, Он даст вам успех. Разве об этом проповедовал Петр? Но мы видим, что он обличает их, он обличает народ израильский о том, что это вы распяли, что вы распяли этого Христа, того, которого послал Отец с неба. Вы его распяли, и они, написано, умолились в сердце своем, и они раскаялись. И как результат того покаялось, насколько я помню, 3000 человек. И все они приложились к церкви. Они все стали членами церкви, они все стали частью церкви. И интересно, что на сегодняшний день самые великие проповедники, мы восхищаемся ими, даже евангелисты, они говорят, что 5%, примерно 5%, через 2 недели 5% из тех, которые каются, остаются в церкви. То есть все эти цифры, они в большинстве своем ничего не значат. Когда рассказывают, покаялось 1 000 000, покаялось 2, то делите это на 20, получите через 2 недели, а через год, может быть, и на 30 нужно будет уже поделить. И мы понимаем, что это что-то не совсем так, как это было в первой церкви. И я понимаю, что и с первой церкви уходили люди, соблазнялись, я все это прекрасно понимаю, и от Иисуса уходили, но это происходило там. То есть такие люди действительно, когда люди каются из-за обличения во грехах, то тогда они прилепляются, потому что они всегда понимают, что они грешники. Нормальный христианин всю жизнь будет осознавать, что он грешник. И апостол Иоанн нам в этом помогает. Он говорит нам, что все мы много согрешаем. А кто говорит, что не согрешает, тот лжец. Тот уже грешник только потому, что он это говорит. Потому что это неправда. Мы все много согрешаем. Получается так, что когда человек, его проблемы решены, он пришел вообще изначально для того, чтобы решить проблему. Но, значит, мамочка пришла, чтобы спасся его сын-наркоман. И сын-наркоман попал в репцентр и освободился, покаялся, начал ходить в церковь. И зачастую, и многие пасторы, они знают, о чем речь, мамочки уходят. Почему? Потому что то, для чего она пришла в церковь, она получила, она ушла. И бывает, конечно же, Бог ищет нас на всех путях. Иисус пастырь добрый, Он ищет этих затерянных овец на всех путях, во всех вариантах.
с разными мотивами он ищет, и бывает такое чудо, что люди с такими мотивами, они в конце концов встречаются с ним, они спасаются, они искренне раскаиваются, в конце концов, но далеко не всегда, и, скажем так, это очень небольшой процент. Но в большинстве своем, когда решаются наши проблемы, то если мы и ходим в церковь, то уже нет, но мы ходим уже по каким-то совершенно другим причинам. То ли привыкли, то ли нам удобно, то ли там друзья у нас нашлись для нас, то ли мы просто чувствуем себя там безопасно, и нас там поддерживают. Но на самом деле, когда же человек приходит из-за того, что он получает обличение во грехах, то ведь мы всю жизнь это понимаем, и тогда мы осознаем свою нужду в том, что нам всегда нужен Спаситель, нам всегда нужна милость, нам всегда нужен Иисус. Он не нужен нам один раз в жизни, чтобы спастись. Он нужен нам всегда. Это наша нужда, это наша дверь. И если мы однажды отвернемся от Него, то мы отвернулись от нашего спасения. Спасение это, скажем, не событие. Спасение, наверное, это все-таки процесс. Это то, что происходит постоянно, поэтому и написано, что возрастайте во спасении. Возрастайте во спасении, это написано к верующим, что и спасение можно всегда потерять. И я знаю точно, что когда человек приходит из-за того, что его Дух Святой обличил в грехе, то тогда он приходит ко Христу. Именно тогда начинается настоящий процесс спасения. Когда человек понял, что он грешник, Дух Святой обличил его, тогда он осознает свою нужду во Христе. И тогда появляется на свет истинный христианин, ну или лучше правильно сказать, истинный ребенок Божий. Потому что никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. А если же сердце человека закрыто для первой функции Духа Святого, для обличения во грехах, то как человек может назвать Иисуса Господом? Понятное дело, что произнести «Иисус Господь» может любой человек. У нас не принято, ввиду нашей культуры, православия, у нас не принято часто вспоминать имя Иисуса. У нас говорят там «Матерь Божья», там «О, Господи Боже мой, Господи Боже мой». А, скажем, в Америке, в протестантских странах точно так употребляют Господа имя Суе, но они говорят «Иисус Христос, Иисус Христос, о Иисус». Они говорят «Иисус Христос», «Иисус Господь», они могут говорить очень часто. Но мы понимаем, что дело не в том, что якобы без Духа Святого мы не можем устами произнести правильные буквы, правильные слова. Нет, без Духа Святого мы не можем произнести это в сердце, признать Его Господом. Без Духа Святого мы не можем. Получается так, что большинство из тех, которые наполняют наши церкви, на самом деле они никогда не признавали Его Господом. И это печально, но это факт. Но только те, которые на самом деле, они открыли свое сердце, они сделали его мягким и позволили Духу Святому коснуться их и обличить их во грехах. Только те, они действительно открыли свое сердце для Христа, и они искренне признают, что Иисус, Ты мой Господь, потому что только Ты смог спасти меня от моих грехов и дать мне надежду на жизнь вечную. Вот это истинное спасение. Это значит войти в дверь, а не спастись от своих проблем. Давайте избавимся от этой ереси, давайте избавимся от этого лжеевангелия, которое навязала нам гуманистическая религия, гуманистические идеи в христианстве, которые навязали нам просто такие добродетели человеческие. Нам нужно от этого избавиться, нам нужно нести истинное Евангелие, которое несет обличение о грехах, которое несет обличение Духа Святого, конечно же, не за груз, конечно же, не удручение людей, не обвинение людей, а обличение в Духе Святом. Именно это помогает людям прийти ко Христу. Аминь.